туда. Самое интересное было то, что за каждый тренинг я платил стоимость одной квартиры, но на русском я не понимал. Вы понимаете? Я не понимал 90%, что они говорят. Я чуть-чуть только базаре научился. Вези, дай, отвези, привези. Я не читал книги, литературный язык, вообще не понимал. 90% не понимал, что они говорят. Но была одна вещь. Стратегия была правильная. Я верил в одно. Если хотя бы одну мысль унесу домой, одну мысль, это того стоит. На ваш взгляд, сейчас я выгляжу ненормальным, правда? Кто из вас, глядя на это, думает, ну ты дурак? Нет? Нет? Честно? Вот видите итоги, кто я и стал. Полно таджиков, которые ездят в Россию. Как раз это отличало меня от них, от всех. Они все как в базаре сидели, торговали там сухофруктами, или овощами, или что-то. Они так и продолжают до сих пор. Как и работали стройками, они заработали, вернулись, купили крутые джипы, крутые свадьбы, крутые дома. А я это не делал. Я вложил все в свои мозгах. Первые годы 3 месяца работал в Москве. Годы 3 месяца. Я вернулся домой, у меня было $52 в кармане. Я помню, мой брат звонил ко мне через 2-3 месяца после этого тренинга. Как раз я зарабатываю, хожу на тренинг. Зарабатываю, он звонит мне. Я уже 10 месяцев в России. Он звонит, говорит, деньги отправь, ты уже 10 месяцев в России, неужели ты ничего не зарабатываешь? Я говорю, зарабатывал. А что ты делаешь, где твои деньги? Я ходил на тренинг. Он говорит, а что это такое? И в общем так, знаешь, вот все люди сидят, один человек рассказывает, мы все пишем, это как лекция вот такое. Он говорит, это что, Кашпировский что ли? Для тех времен это так и выглядело. Потому что люди не знали больше ничего, что такое тренинг. Вот это изменило мою судьбу. Поэтому, когда вижу людей, я людям говорю, просто иди учись. А кто-то это понимает, а кто-то под гумона, под гумом, гумми кратки парифу, иди худаш куфтана. Кто-то так думает, потому что у него бедное мышление. Бедное мышление. Он, знаете, как думает? Наверное, это ему выгодно, поэтому так говорит. Да нет, ты учишься, не учишься, а это моя судьба не изменится. Согласны? А это же моя жизнь вообще не изменится. С помощью Аллаха я создал это. А если ты учишься, это ты изменишь свою собственную жизнь. Это здорово поможет тебе. Это поможет тебе 10 раз подниматься. Вернемся сюда. Вот, вернемся сюда. Смотрите, вот это куда надо инвестировать? Образование. Образование. Ребята, когда говорю вам читать, читайте книги в том сфере, где вы хотите стать профессионалом. Посещайте выставки в том сфере, где вы хотите стать профессионалом. Посещайте тренинги, семинары, консультируйтесь в коучах, профессионалах в том сфере, где вы хотите стать профессионалом. Понимаете? Именно в том сфере. Набери деньги, вкладывай, набери деньги, вкладывай, набери деньги, вкладывай. И это пусть для вас станет принципом. Поверьте, 3-5 лет соблюдайте эту принцип, вы станете один из умнейших людей этого города. Но делайте это каждый день, делайте это постоянно. Через года 3-5, я даю вам слово, вы в своем сфере станете один из лучших. Понимаете? Эта формула давным-давно проверена. Давным-давно проверена. Если вы будете 100 часов учиться, вы просто топ-ляп поймете. Когда 300 часов, вы начнете лучше узнавать. 1000 часов учебы в том сфере начинает делать вас профессионалом. 10 000 часов в этом сфере вы станете мастером. Кто понял? 10 000 часов в этом сфере поработай, учись, ты станешь реально мастером в своем деле. Это словами не сказать. Это непередаваемое знание у тебя будет в голове. Вот, делайте эту формулу. Теперь посмотрите, что произойдет тогда. Когда вы это делаете, происходит некое чудо. Настоящее чудо появится. А что за чудо появится? Внимание! Ваш доход автоматически увеличивается 10-кратно. Мы это называем 10х. Вы помните, вы не думали о зарабатывании денег. Вы ушли. Вы начали заниматься вот этим два. Фокус направили на это. Начали научиться сохранить, а потом начали управлять.
и деньги начинают работать на вас. Когда деньги вы начинаете грамотно разместить в правильной системе, когда деньги начинают разместить, доход десятикратно начинает расти. И самое интересное, это растущий доход. Внимание, внимание. Это что? Растущий доход. А когда вы сами работаете, вы же не можете на место 10, 20, 30 человек работать. Вы же не можете так. А вы можете тут 10, 20, 30 бизнес строить. Кто понял? У вас появляется растущий доход. Самая важная формула вон тут. Растущий доход. И растущий доход чем отличается? У него нету потолок. Если здесь вы работали, был потолок, оттуда его нету. А вы чем больше умнее станете. Здесь вы работали, зарабатывали, а здесь не надо как раз работать. Надо больше думать. Думать. Как улучшить свою систему. Как безопасно управлять свой капитал. Как сделать так, чтобы моя система была более конкурентоспособна, более эффективна. Постоянно думай об этом. И год за годом она оттачивается. Год за годом она улучшается. Понимаете? День за днем это растущий доход. Она никогда не останавливается. Будут расти. Сами первые 3-5 лет тяжело. Первые 3-5 лет, потому что капитал маленький. А когда это начинается через 7-8 год, вот так работает. Она начнет двигаться и так далее, и так далее. Вы будете каждый день иметь больше возможностей. Давайте теперь образное мышление. Образное мышление. В данный момент мы сейчас работаем, нам дадут что? Бумажные деньги. Вот пошел на работу, вам дадут бумажные деньги. Согласны? А теперь представьте, что нам дадут не бумажные деньги, а нам дадут стакан вода. Просто стакан вода. Зарплата вот она, стакан вода, рассчитается. Чуть по чуть-чуть накопится, правильно? А теперь представьте, что это ваш капитал. Пожалуйста, воображайте. Вот это ведро воды, это ваш капитал. Вы, если из этого капитала один стакан берете на одежду, один стакан на лекарства, один стакан на путешествие, один стакан на лечение родителей, когда-нибудь закончится? Она рано или поздно закончится. Правильно? Все равно закончится, потому что ограничен. Вы можете цели ведро отдавать, например, на путешествие? Нет. Почему? Потому что на другие параметры не хватает. А теперь представьте, что ваш капитал не ведро вода, а вам удалось построить систему, эту капитал разместить в систему и превращать денежный поток. Что ваш капитал не ведро вода, а небольшой ручейка. Просто воображайте. Образное мышление. А вопрос, вы туда пойдете стаканом? Минимум ведро. Видите, вы уже позволите себе лучшую одежду. Позволите себе лучшее путешествие. Позволите себе лучшую еду. Лучшие подарки. Лучшее образование детям. И самое интересное философия в этом в чем? Если вы туда пойдете, брали 1-2 ведро, там что, меньше стало? Вот 10 ведро возьмите, там меньше стало? Кто начал понимать, вот что такое растущий доход и что такое денежный поток? Вы представьте, что у вас есть денежный поток 10 тысяч долларов. Ну представьте такой, ладно, 2 тысячи долларов, ладно, 2 тысячи долларов. Представьте, вот каждый месяц 2 тысячи долларов, денежный поток. Стабильно. Представьте на минуту. Вы вдруг 1000 долларов покупали что-нибудь. Пошли купить на 1000 долларов, не знаю, мебель. Вы будете сильно переживать? Нет, потому что опять через месяц деньги есть. Так? А вот представьте, что вы 5000 долларов накопили. Вот представьте, у вас денежный поток 2000 долларов, но вы накопили 5000 долларов. И это 5000 вы куда-то вложили, и это неудачно пошло. Ну, не работало. Бывает так, потеряли эти деньги. Вам станет очень грустно, очень страшно? Нет, потому что через пару месяцев опять эти деньги есть. Да? А теперь представьте другого парня. Другого парня зовут Рашид. Например, Рашид. Ну, Абдурашид. У нас всех Рашида нету, Абдурашид. Вот представьте, его зовут Абдурашид. А вот этот Абдурашид 7 лет работал, накопил 10 тысяч долларов. А потом нечаянно где-то инвестировали их, и этот проект не работал. Все исчезло. Бывает такое? А скажите, пожалуйста, Абдурашид будет переживать? 7 лет накоплений нету. Страшно. Видите, как спасает, что отличает от обычного капитала денежный поток? Чем она отличается? Большое отличие. Кто мне понял? Пожалуйста,
Думайте об этом, как построить денежный поток. Я буду завтра вечером на тренинге, как за 18 месяцев добиться финансовой свободы. Я буду рассказывать именно об этом, как это сохранить. Я буду говорить, как систематизировать и как систему управлять. Понимаете? Первые мысли, которые у вас в голове могут появиться, такой: ой, за это надо платить. За бедность ты дороже платишь. Вы знаете, что за проценты банков еще больше платишь? Это так. За глупость еще больше платишь. Потери года жизни еще больше платишь. Эти тренинги дешевле, чем ваш телефон. Эти тренинги дешевле, чем ваш день рождения, который вы отмечаете. Эти тренинги дешевле, чем ваша мебель, которая дома есть. Разве не так? А что эти мебели принесут доход? Они что, помогли стать умнее? Наоборот. Человек, который читает, что это дорого для него, поверьте моим словам, жизнь его жестко наказывает. Я это видел все годы моей жизни. У меня были ученики, которые я видел, я им давал правильный совет: дорогой мой, иди учись, но за это плати, иди учись. Они не делали этого. До сих пор прошло 5 лет, они на одном месте топчутся. Кто-то из них 10 лет прошел, до сих пор теряет и теряет. Откладывая на потом свое развитие, ты только потеряешь время и деньги. Больше теряешь в целом-то. А те ребята, которые пошли, я же вижу, как они растут. Даже самая интересная вещь. Я людям же говорю, начни сохранить. Видите? Сохранить, потом управлять. Я помню, несколько моих учеников мне сказали: наставник, пока я накоплю, пока я сохраню, это очень долго. Я лучше пару раз какие-то движения сделаю и быстрее буду вырваться. Я сказал: ладно, хорошо, попробуем. Прошло столько лет, те мои ученики, которые просто начали по чуть-чуть откладывать, начали строить бизнес, сегодня большинство из них успешными. Большинство из них. А те ребята, которые пытались делать движение, они до сих пор движение делают. Поверьте мне, больше половины из них в долгах и проблемах. Поэтому самый короткий путь к богатству, вот она. Кто понял? Я это говорю не мне. Изучая очень много, обучая многих людей, изучая, встречаясь с многими богатыми людьми, я это понял. Самый короткий путь богатства, вот она. Но она выглядит, ваше сознание, как будто долго. Потому что человеческий мозг, он такой: это долго, наверное. Нет. Вот именно в этом отличается мышление богатого от бедного. Вы должны это усваивать. Что дает эта система? Благодаря этой системе я получил доктор экономист наук. Что дает эта система? Первое. У вас появится стартовый капитал. У вас бывало такой случай, что у вас какая-то идея появилась, но денег не было эту идею использовать? Или возможность появилась, а денег не было эту возможность использовать? Практикуйте нашу систему, усваивайте, у вас появится капитал. Следующее. Система помогает вам четкую диагностику делать, чтобы понять, в чем была проблема, где была проблема, как справиться с этой задачей. Вы поймете, когда вы идете к врачу, врач анализ берет, диагностика делает и дает точный диагноз. Если он точный диагноз ставит, это половина лечения. Помогает управлять собственной мечтой. У многих людей мечта управлять людьми. Мечта забирает молодые годы. Ради того, чтобы у них этот дом появился, эта машина появилась, они тратят все. А потом в итоге эта мечта стареет и так далее. Очень важно, чтобы не попасть на эту ловушку. Формируй семейный бюджет. Когда у человека нет формированного семейный бюджет, постоянно расходы растут. И ты не заметишь, как они растут. День за днем. То густо, то пусто. То денег есть, то денег нет. Дальше. Формирует сумму финансовой защищенности семьи. Вы согласны со мной, что есть часто расходы, которые не имеют значения, у вас дохода есть или нет, их надо платить. Работа у вас есть или нет, их все равно надо что? Оплатить. Поэтому, поскольку это расходы не зависят от нас, и они постоянные, нужно стараться каким-то образом, чтобы у вас была какая-то финансовая защищенность. Вот эта система, которую мы разработали, как раз помогает вам это все строить. Следующее. Создать баланс между доходом и расходом. У вас появится баланс. Обычно бывает так. Расходы растут быстрее, чем доход.
Параллельно доходы, иногда расходы растут. Чтобы это не происходило, нужно, чтобы у вас была система, которая балансирует всю эту ситуацию. Следующее. Часть категория людей есть. Такой категория людей есть, которые, знаете, копит и махом все тратит. Потом снова начинает копить и махом все тратит. Потом снова начинает копить и все махом тратит. Вы видели таких людей? Часто происходит такое. Возможно, кто-то из вас на эту категорию относится. Следующее. Формирует систему управления денег. Когда человек сам управляет деньгами, постоянно у него проблема, потому что вы нестабильны. Вы не можете быть стабильными. А система бывает стабильной. Вы водите машину, а когда вы водите машину, кто вас ведет? Дорожное правило. Вы подчиняетесь дорожным что? Правилам. Когда вы ведете машину, вы подчиняетесь дорожным правилам. И правила, подчиняться вообще правила выгодно, чем не подчинять. Так? Это же намного лучше, когда подчиняешь правилу. Выгодно. Останься живым. Выгодно. Вот. Здесь то же самое. Нужно создать, чтобы у вас была система, ребята. Когда система есть, вы гарантированно больше, то есть шанса больше добиться успеха, когда система есть. Следующее. Финансовый план. У кого из вас есть финансовый план? У кого есть финансовый план? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек, 8, 9, 10, 11. Тут, 12. Здесь несколько сотен людей и есть 12 финансовых планов. Вы знаете, если у вас нет финансовый план, возможно, у вас есть финансовый план чуть по-другому. У меня был такой план. Поработать, купить машину, поработать, сестру отдать замуж, поработать, делать ремонт, поработать, маму отвезти в Мекке, поработать, брату помочь, что жениться, поработать, купить квартиру в Худжанде. Вот такие были у меня планы. Они были у меня в голове, что-то было написано на бумаге. У кого из вас похоже такое? Да, видите, у вас, оказывается, есть такой план. А вот этот план, это список расходов. Это план, как потратить деньги. Уловили? Это план, как побыстрее потратить то, что еще не заработали. Вот, какой план вам нужен? Запомните, пожалуйста. Я сейчас буду рассказывать, какой план. Вам надо стараться научиться этому. Вам нужен план, который увеличит ваш капитал. Пишите это, пожалуйста. Нужен план, который увеличит капитал. Первое. Нам нужен план, который помогает увеличить капитал. Второе. Первый. План, который помогает увеличить капитал. Первое. Второе. Нам нужен план, который помогает построить денежный поток. Очень важно, чтобы у вас появился денежный поток. Третье. Нужен план, который увеличит ваши активы. Первый. План, который помогает что? Увеличить капитал. Второй. План, который помогает построить денежный поток. Третий. План, который помогает увеличить активы. Завтра на тренинге я именно этого буду обучать. По окончании тренинга ты должен унести с собой такой план. У тебя должно быть в руках такой план. Когда в руках у тебя такой план будет, понимаете, богатство вначале рождается как в виде плана, а потом она реализуется. Когда у тебя в руках такой план будет, ты просто соблюдай его. Соблюдая его, ты гарантированно добьешься успеха. Но ты должен его соблюдать. Просто взял и просто поработать для его реализации. Следующее. Пульт. Формирует точка безубыточности семейного бюджета. Внимание, обратите. Вы едете на машину, так? Вы едете на машину. Там что есть? Табло, панель управления. Так? Где бензин показывает, давление мотора показывает, скорость показывает. Скажите, пожалуйста, вот эта панель управления помогает нам или нет? Классно помогает, правда? Вот эта панель управления очень хорошо помогает. Представьте, что отсюда вы едете зимой в Душанбе, но эта панель управления ничего не показывает. Бензина не показывает, скорость не показывает. Тогда что произойдет? Вы попадаете, станете жертвой ситуации. По дороге, может быть, привале, без бензина останете. Умрете, если без бензина зимой останется привале. Так же? Холодно, опасно. Ты не видишь ничего. Вот теперь внимание обрати. Если у вас такой панель управления по вашей финансовой состоянию в будущем, чтобы вы посмотрели это на панель, это показал бы вам через 2-3 года, какое состояние вашей финансы будет. Если брать это кредит, что будет? А если купить эту квартиру, что будет? А что если это долго отдать другому, что будет?
А что если продолжать на этом уровне доход жить? Что ожидает тебя? У вас есть такой панель управления по финансам? Вы начали задуматься? Классно было бы, если у вас был бы такой панель, правда? Который показал бы вам ближайшие 3-5 лет. Вы могли бы управлять ситуацию, повлиять на ситуацию. Согласны? Вы не попали бы в жертву ситуации. Вот завтра именно этого я обучаю вас. Как это сделать? Поверьте, один раз усваивай. Практикуй его несколько раз. Практикуй. Что нас обучала средняя школа? Средняя школа нас всех научила писать, читать. Кому-то один раз показал, кому-то 2 раза, кому-то 5 раз, кому-то 20 раз. И каждый из нас научился писать, читать. Точно так же и здесь. Я убежден, что любой человек может научиться, как стать богатым. Я повторяю, любой человек может что? Научиться, как стать богатым. Просто надо несколько раз повторять. Если у тебя не получилось, что надо делать? Повтори. А еще раз не получилось, что надо делать? 10 раз делали, не получилось, что надо делать? 100 раз делали, не получилось. До тех пор, пока не получишь свою цель. Все, не бросай. А у нас такая привычка. Один раз попытался, не получилось, бросает, не ищет другие способы. Много ребята так здесь. Очень много. Приходят и говорят, ты знаешь, я попробовал, не получилось, мы закрылись. Я говорю, ну закрылись, ну хорошо, а что делать дальше? Он говорит, не знаю, пока ждем. А кого ждешь? Знаете, я открывал первый свой магазин парфюмерии. Она пошло? Нет. Я открывал вторую. Она пошло? Нет. Третью открыл. Она пошло? Нет. 4-ю открыл. Она пошло? Нет. 5-го открыл. Она пошло? Да. Каждым разом исправлял ошибки. И делал снова. И так с помощью Аллаха я построил 283 магазина в одном бренде, 36 в другом бренде. Это надо работать. Понимаете, 1 раз не получится, 2 раза не получится, 5 раз не получится. Вначале у меня была статистика такой. Каждый 5 магазин, который я открывал, 1 был прибыльный, остальные 4 неприбыльные. Я всех оставил, 1 оставил, 4 закрыл. 1 оставил.